Да, сейчас это правда. Или это просто для нас, правда, очень дорогой Максим, который находился у истоков, наверное, создания и формирования молодежной политики в нашей стране, в России. Человек, которого сейчас уже 10 часов вечера, потому что он живет в Хабаровске, точнее, в Хабаровском крае, в городе Комсомольск-на-Амуре. И человек, который, так же, как и большинство из наших коллег, побывал в практически всех регионах России. Очень опытный, дорогой наш друг, который не понаслышке знает, что такое добровольчество. И вот как раз-таки в рамках нашего сегодняшнего занятия Максим Александрович с вами поделится, подскажет, да, как ему удается в рамках, так скажем, руковождения Краевым домом молодежи Хабаровского края заряжать молодежь добровольческими, так скажем, практиками, потому что буквально 2 месяца назад я ездила тоже в рамках участия форума «Амур», который в том числе Максим Александрович создал, работала с проектами его детей. Если честно, я была искренне поражена от того, насколько были классные проекты по идее и насколько ребята вообще вкладывались в это, то есть насколько они заинтересованы. Вот внутренне я понимаю, что на самом деле это, Максим, очень большая работа твоя и твоей команды. То, что ты создал у себя в Хабаровском крае, это правда... Это неимоверный труд, я знаю, что за всем этим лежит, но, наверное, про смыслы, про ценности, про то, как сейчас может развиваться добровольчество и в каких формах оно может быть полезно школьникам, я думаю, что нам сегодня расскажешь. Передаю тебе слово. Да, спасибо большое. Спасибо большое, любимая Башкирия. Действительно, бываю во многих регионах нашей страны, встречаюсь всегда с очень активной, заряженной молодежью. И всегда понимаю важность таких встреч, важность таких акселераторов. Нас несколько лет назад нас всех с вами немножечко выбил из колеи ковид. Подумали, что, наверное, произошло что-то страшное, непоправимое, но потом все так собрались, и действительно онлайн-программы на сегодняшний день, они очень нас выручают, спасают, независимо от того, в какой точке страны и точке мира мы с вами находимся. Поэтому давайте сегодня просто поговорим про волонтерство, про добровольчество. Тема очень трудная, потому что она про все. И у нас, мне кажется, самый такой значимый год, 18-й год добровольца и волонтера в Российской Федерации, он немножечко так все перевернул и поставил с головы на ноги или с ног на голову, не знаю, как кому удобнее, но про волонтерство тогда стали очень много рассуждать. Впервые очень нормативно закрепили эту историю волонтерскую. А по большей степени мы же с вами говорим про абсолютно нормальные человеческие ценности и про такую ценность, как добро, как желание помочь близким, родным, как желание просто помочь людям. И вот про это человеколюбие, любовь к другим людям мы сегодня с вами будем рассуждать. Ну вот смотрите, да, я очень люблю такое словосочетание, как «настоящий». И мне оно очень импонирует, поэтому я всегда так выделяю на 100, на 100%, может быть, чуть-чуть больше. Итак, кто же такой настоящий волонтер? И хочу вам сразу привести... Потому что чаще всего мы козыряем именно этим и говорим и рассуждаем о том, что мы волонтеры, потому что у нас есть личная волонтерская книжка или заведена электронная волонтерская книжка, и у нас там есть какой-то ID-номер. Мои родители считают, что я добрый, моя сестра или мой брат говорят, что я хороший человек. У меня есть футболка с надписью «Волонтер», и я ее периодически одеваю. Я помогаю там своей бабушке,
по дому или выкапываю в ее или в нашем огороде картошку. Я один раз ходил со школьниками, со своим классом на субботник. Я считаю сам себя хорошим человеком. Ну и в конце концов я сам считаю себя волонтером. И чаще всего именно так у нас подменяется такой термин, как волонтерство, потому что действительно очень много и школы, и учреждения по работе с молодежью настаивают на том, чтобы волонтерство охватывало как можно большее количество школьников, детей, молодежи, подростков. И у нас, конечно же, подменяются понятия, в том числе и волонтерство, и добровольчество. Друзья, но на самом деле есть ключевое определение слова «волонтер», которое состоит из таких же ключевых понятий, и мне очень хочется, чтобы вы вот проникли к тому, что же есть такое настоящий волонтер или доброволец. Итак, волонтер – это человек, который осознанно, безвозмездно и постоянно занимается общественно полезной деятельностью. И вот все, что представлено выше у меня на слайде, к этому значению, которое представлено ниже, не имеет, к счастью, никакого отношения. Итак, волонтер осознанно делает добро, осознанно совершает добрые поступки на постоянной основе. То есть он не занимается чем-то единовременно, он не просто пришел на субботник, он не просто сдал деньги на какую-то благотворительную акцию, он не просто принял участие в каком-то фестивале благотворительном или какой-то добросердечной акции, а он этим занимается постоянно. Понятное дело, что он занимается этим безвозмездно, за это он не получает заработную плату, за это он не нацелен. Вот здесь -то тоже очень важная история, что волонтер не нацелен получить какую-то выгоду. Он действительно делает в большей степени это все по состоянию своей души. И, конечно же, он занимается общественно полезной деятельностью. Вот это тоже ключевое понятие, потому что мы становимся полезными не только для своих родных, не только для своих бабушек, не только для своих дедушек, для своих братьев, сестер и родителей, для своих друзей, а мы являемся очень полезной частью для общества. И мне очень хочется, чтобы, когда вы как-то себя сопоставляли с волонтерским движением, вы четко сами для себя определяли, являетесь ли вы вот этим самым настоящим волонтером. Являются ли ваши друзья вот этими вот самыми настоящими волонтерами. И тогда, может быть, мы не будем говорить о том, что у нас в стране 10 миллионов волонтеров, как принято сейчас говорить во многих отчетах, а мы с вами будем действительно понимать, что настоящих волонтеров намного меньше, но делают они огромную работу, которую можно зачислить и в эти 10 миллионов человек. Вот посмотрите еще раз на вот эту осознанность, безвозмездность, постоянное занятие вот этой самой общественно полезной деятельностью. Посмотрите, есть ли среди вас такие люди, есть ли в вашем окружении такие люди. И тогда вы можете смело говорить, что вы окружены или сами являетесь тем самым настоящим волонтером. Есть личная история, моя личная история. В 2013 году мы в городе Комсомольске-на-Амуре встречали стихию. Это было огромное наводнение, которое пришло на Дальний Восток.
Дело в том, что Комсомольск-на-Амуре находится в низовьях 4-й в мире реки мира Амуре. И к нам пришла огромная волна под 9 метров, которая шла с самого верховья Амура, и вот она приходила в нижнее течение. И нужно понимать еще географию немножечко города Комсомольска. Это действительно, с одной стороны, сопки, с другой стороны, абсолютно равнинное болотистое место. И подходила волна, понятное дело, что не как в фильмах ужасах, когда считанные секунды, нет, волну мы ждали, готовились к ней, и впервые в истории чрезвычайных ситуаций люди выстраивались в так называемую живую стену, чтобы сдерживать волну, чтобы волна не затопила город. Натягивали вот такие вот тенты, как представлены на фотографиях, своими собственными телами близко друг к другу, в зацеп. Люди стояли, и это не только МЧСники, это и студенты, и старшеклассники, и люди зрелого поколения, и, понятное дело, взрослые люди. И вот такая огромная живая стена, почти на 5 километров, повторяла контуры дамбы, чтобы волна, пришедшая с Амура, не затопила город Комсомольск-на-Амуре. Это был 13-й год, и тогда никто не говорил или не сопоставлял, что те 30 тысяч жителей города Комсомольска-на-Амуре являются волонтерами чрезвычайных ситуаций. Никто не применял этого термина. Напомню, что это был 13-й год, до закона о волонтерской деятельности Российской Федерации было еще 5 лет, и никто не думал, что это какое-то направление волонтерства. Просто люди шли спасать город, люди шли спасать свои семьи, люди шли спасать свое имущество, помогая друг другу, помогая чем кто мог. Бабушки варили еду на костре, либо у себя дома, и приносили какие-то кастрюльки с отварными сосисками или с отварными яйцами просто на дорогу, чтобы другие люди, имеющие личный транспорт, смогли привезти это все на дамбу, которая находится в нескольких километрах от центра города. Ребята, студенты паковали мешки с песком на различных карьерах, а другие такие же ребята с личным или служебным транспортом эти мешки также доставляли на дамбу. И вот вы знаете, никто целенаправленно не проводил какую-то параллель, что люди занимаются волонтерской деятельностью. Люди просто делали доброе дело. И этот пример был очень заразителен. То есть, я еще раз повторяю, что не было такого стремительного нашествия воды, вода поднималась постепенно, это было в течение нескольких недель, и с каждым днем в городе Комсомольске все больше и больше людей приходили помогать, делать какие-то добрые дела, и если в первые дни наводнения этих людей насчитывалось там по 100, по 200 человек, то к концу стихии, бедствия, таких людей в Комсомольске насчитывалось порядка 60 тысяч. Для 250-тысячного города это очень большое количество населения, которое действительно отозвалось помогать близким людям. Я не говорю про другие личные истории, потому что, понятное дело, люди помогали соседям спасать дачные участки, люди помогали сушить какое-то имущество, люди помогали увозить бездомных животных, которые тогда, понятное дело, появлялись в разных уголках города, свозить их там в одно место, создавать какие-то стихийные приюты для бедных, обездоленных животных в том числе. То есть было очень большое стихийное движение по добрым делам. И никто этим не козырял, никто этим не хвастался. Люди просто это делали.
люди просто это создавали. И знаете, это была такая заразительная история, потому что люди своим личным примером, они максимально вовлекали в такие добрые дела больше и больше и больше и больше людей. Вот это был 13-й год, никто тогда о волонтерстве сильно не рассуждал, но для меня это очень поучительная история, как действительно очень многие люди перед какой-то большой бедой, перед какой-то общей бедой для всех, стихией, максимально собираются и действительно делают на постоянной основе очень большие, добрые, хорошие дела. Для настоящего волонтерства нужно не только желание помогать и быть полезным. Мы не только этого можем желать, но мы и должны, конечно же, совершать конкретные действия. Мы должны помогать и быть полезными. А еще отличие настоящего волонтерства в том, что волонтерство – это вовлечение. Вовлечение в эти действия других людей. И если вы считаете себя, опять же, настоящим волонтером, то вы не можете быть одиноки в своем стремлении. Вот тоже на это обратите обязательно внимание, потому что чаще всего мы считаемся волонтером, руководителем какого-то волонтерского корпуса, руководителем волонтерского отряда, а на самом деле наши ценности и наши действия, кроме нас самих, никто не разделяет. А это не настоящее волонтерство. И тогда считать себя настоящим волонтером, к сожалению, мы не можем. Потому что волонтер – это лидер, волонтер – это человек, который вовлекает, волонтер – это человек, который максимально своим примером, хорошим примером, добрым примером заражает абсолютно других людей на такие же дела и на такие же поступки. И вот это все, конечно же, максимально говорит нам о настоящем волонтерстве, настоящем добровольчестве в любых странах мира, в любых сообществах. И мы должны четко понимать, что есть такие понятия ценностные ориентиры, да, там любовь, верность, дружба, которые нельзя нарушать. И вот волонтерство, оно одно из таких понятий. То есть, если вы занимаетесь волонтерством, то вы должны заниматься волонтерством по-настоящему. Не очень люблю козырять фразами и словами нашего президента. Могу объяснить, почему. При всем уважении к Владимиру Владимировичу, мне всегда кажется, что каждый должен иметь какой-то свой опыт, в том числе и даже дети и школьники не очень зрелого возраста. И всегда слова известных людей, известных политиков, они немножечко нас так в тонус вгоняют и, может быть, не очень интересный, не очень понятный для многих. Но здесь, конечно, наш президент, он максимально правильно озвучил, что есть волонтерская деятельность. И давайте я процитирую, это один из способов самореализации для любого человека. Истинное добровольчество, истинное волонтерство не может быть сделано для галочки. Оно не может осуществляться для какого-то отчета, для отчетности и каких-то докладов на будущее. Вот здесь очень важные слова и очень важные понятия, потому что в большей степени, конечно, волонтерство в нашей стране, в наших учебных заведениях, в наших школах, в наших институтах, это такая не очень настоящая форма деятельности. Это привлечение ребят к каким-то добрым делам сверху, по воле учителя, по воле зауча по состоятельной работе, со словами там «вы должны», «вы обязаны», «вы сегодня будете совершать добрый поступок». Но так добрые поступки и добрые дела не делаются. Ведь все, что связано с добром, все, что связано
с человечностью, оно должно идти от сердца, оно должно идти от самого человека. Конечно, это труднее. Конечно, с такими посылами, с такими душевными поступками, конечно, всегда все сложнее, и не каждый человек поддержит, и все будет достаточно в долгом процессе, но только так рождаются настоящие дела. И поэтому, конечно, волонтерство не для отчетов, волонтерство не для галочки, волонтерство только для того, чтобы твои дела были увидены, услышаны, а по большей степени добро делается тихо, и про добро не принято говорить громко, но это всегда отчетливо, это всегда от чистого сердца и от чистой души. И еще я всегда соглашусь в этом высказывании с президентом в плане самореализации, потому что волонтерство как ничто в нашей сегодняшней ситуации, в нашей сегодняшней и политической, и экономической, и социальной жизни, волонтерство как ничто помогает сегодня воспитать, создать, развить вот эти вот самые настоящие человеческие качества, чем всегда отличался и наш с вами народ, и чем всегда отличался вообще человеческий род, и чем всегда отличались люди от животных, потому что человеческие ценности, они абсолютно идентичны тем ценностям, которые так или иначе воспитывает в себе настоящий волонтер. Немножечко скучной познавательной информации. Действительно, в 2018 году у нас образовался закон о волонтерской деятельности. Он был доработан, да, старый закон был в 1995 году издан, а в 2018 была новая редакция. И мы с вами действительно заговорили о волонтерстве, которое четко определило статус волонтеров, права и обязанности волонтеров. Вдруг мы поняли, что у людей, которые занимаются добровольческой деятельностью, есть еще и какие-то обязанности, есть еще какая-то ответственность. А в большей степени ответственность мы поняли, что есть у организаций, которые работают с волонтерами, которые должны максимально не только вовлекать их в процесс организации волонтерской деятельности, но и, что ключевое, обеспечивать волонтеров достойными условиями этого волонтерского труда. Были обозначены направления деятельности волонтеров, ну и, конечно, разработаны механизмы, рычаги мотивации для волонтерской деятельности. Ну, давайте немного статистики. На сегодняшний день это тоже достаточно интересная информация, просто такая правдивая, да, информация. Ну, посмотрите, да, считают, что занимаются настоящей волонтерской деятельностью 75% девушек и женщин. То есть мужчин здесь и парней здесь меньшинство. Как-то не очень у нас мальчики, подростки, юноши и мужчины совершают или козыряют тем, что они делают и совершают добрые дела и втянуты в какую-то волонтерскую деятельность. Все-таки у волонтерства на сегодняшний день такое девичье, женское лицо, и хочется с этим что-то делать и как-то это поменять. 80% волонтеров младше 30 лет, скажу больше. В нашей стране почему-то так считается и так принято считать, что волонтерством занимаются в основном подростки и молодые люди. Считается, что волонтерством не очень занимаются люди зрелого возраста. Ну и, может быть, волонтерством занимаются пенсионеры, так называемые серебряные волонтеры, которые на заслуженном отдыхе и как-то в этом возрасте тоже самореализовывают себя. Ну вот очень хочется подтянуть, конечно, зрелый возраст, чтобы волонтерство
как принято считать, у волонтерства нет возраста. Но вот действительно хочется, чтобы не олицетворяли такой добровольческой волонтерской деятельностью лишь детей и подростков. 70% людей в нашей стране что-то знают о волонтерстве, ну, во всяком случае, что-то слышали. 70% также считают, что волонтерство в большей степени это благотворительная деятельность, то есть сбор каких-то средств, денежных средств, помощь каким-то учреждениям, помощь каким-то обездоленным социальным группам населения. И, конечно, это очень неверно так олицетворять волонтерство, потому что это абсолютно разные виды деятельности, и с этим тоже хочется что-то делать, потому что люди должны четко понимать различия и волонтерства, и благотворительной деятельности. 40% волонтеров активно вовлечены, 40% населения вовлечены в селах и малых городах. Всего 15% активно вовлечены в крупных городах и мегаполисах. Ну, здесь тоже абсолютно понятная, наверное, история, потому что действительно в малых городах и в малых селах, и в малых населенных пунктах личная беда видна, о личной беде говорят, люди хотят откликнуться максимально быстро на эту беду и помочь другим чужим людям справиться с ней. И, конечно, в маленьких сообществах, в маленьких населенных пунктах, ну, действительно, люди, как бы это не цинично, может быть, звучало, но, наверное, добрее и открытие, потому что они живут вместе сообща, и у них в достаточной степени больше развиты личные человеческие отношения. Конечно, в городе мы зачастую и соседей у себя в подъезде не знаем, а что уж говорить про то, что там у них в доме творится, какие беды у них находятся. Поэтому, а что уж говорить там о соседях на соседней улице, в соседнем микрорайоне. Но тут такая специфика жизни большого города, и, конечно, мы четко осознаем, четко понимаем, что с развитием волонтерства и добровольчества в селах и малых городах все намного стабильнее и лучше. В большей степени люди знают в нашей стране про событийное волонтерство, экологическое, социальное и, конечно же, про помощь животным. И вот эти вот 4 направления чаще всего олицетворяются именно с волонтерской добровольческой деятельностью. В меньшей степени люди понимают и знают, что волонтерство может быть развито в чрезвычайных ситуациях. Ну вот пример с городом Комсомольском на Амуре, Дальним Востоком, с наводнением, с различными землетрясениями, с поиском людей, заблудившихся, потерявшихся. Очень мало себя олицетворяют с медицинским волонтерством. Очень мало кто понимает, что такое интеллектуальное волонтерство, а это по большей степени делиться своими знаниями, культурное волонтерство, да, сохранение культурных ценностей, помощь учреждениям культуры в организации их основной деятельности. Вот про такое волонтерство в нашей стране знают меньше всего. Ну и что еще удивительно из статистики, то что 10% волонтеров пришли в волонтерство сами, самостоятельно, по личному желанию. Никто их в большей степени не мотивировал, не подталкивал и не заинтересовывал. И вот здесь тоже интересно, значит, 90% пришли по наитию, пришли по примеру, это хорошо, если по примеру других людей, но по большей степени большая часть волонтеров втянута именно в обязательной парадигме, что с обязательным условием, что ты должен, что ты обязан, что ты необходимо тебе зарегистрироваться на Добро.ру, получить личную волонтерскую книжку и так далее, и так далее. Но при этом, при всем, являетесь ли вы настоящими волонтерами, большой-большой вопрос. 4 признака волонтерства. И опять же, да, посмотрите на себя. Если вы этим признакам соответствуете, значит, с
волонтерством и у вас лично, и в вашем учебном заведении все в порядке. Волонтерская деятельность направлена на создание пользы для общества за пределами круга семьи волонтера. То есть, например, да, вы ухаживаете за пожилыми родителями, за бабушкой, за дедушкой, за своими, но это не является волонтерством. Помощь по дому не будет оцениваться как волонтерство, а вот уход за пожилыми в доме престарелых – это уже волонтерство, социальное волонтерство чистой воды. Волонтеры пришли в эту сферу добровольно, без принуждения. Да, вот эти вот 10%, которые выбрали волонтерскую деятельность лично, по личным мотивам, это и есть настоящие волонтеры. То есть волонтерством не могут считаться непринудительный, неоплачиваемый труд, необязательное посещение каких-то акций, встреч, мероприятий, что чаще всего, к сожалению, происходит у нас при организации того или иного события. Третий признак. Поощрение волонтеров носит в первую очередь нематериальный характер. Проще говоря, волонтеры за свой труд не получают заработную плату, не получают никакую материальную премию. При этом они могут получить компенсации за свои расходы. То есть им могут оплатить проезд, оплатить проживание, питание. Они могут получить премии, но опять же нематериального характера. То есть это может быть брендовка, это может быть какая-то сувенирная продукция, это может быть участие в таких федеральных проектах, как «Больше, чем путешествия» и прочие такие вот всякие няшки, которые люди получают за свое стремление делать и делают много полезных, хороших дел. Волонтерство – это организованная деятельность, волонтеры работают в команде, у каждого своя роль. Это помогает добиваться поставленных целей и приносить пользу обществу. Это в большей степени про то, что я говорил, что волонтерство, оно такое заразное, в кавычках. Волонтер, он не может быть один, он максимально должен втягивать в свою деятельность, в свое сообщество как можно больше других людей, чтобы действительно вот этот девиз, который сегодня очень модно произносить, «Вместе можем больше», он действительно был абсолютно осознан и абсолютно правдив. Опять же, давайте посмотрим, да, на мотивацию. Если мы не платим волонтерам заработную плату, не платим им какие-то деньги, премии, то мы понимаем, что люди идут в волонтерство, потому что, во-первых, это путешествие. Можно побывать в различных субъектах нашей страны, можно побывать за рубежом, на каких-то больших событийных, экологических, спортивных событиях и посетить эти самые события, спартакиады, олимпиады, чемпионаты мира и прочие большие мировые события, они, конечно, не обходятся без работы волонтеров. Качественная организация досуга и отдыха. То есть я живу в небольшом населенном пункте, в малом городе, и, конечно, я никогда в жизни не побываю на открытии Олимпиады или на открытии Всемирного фестиваля молодежи. А тут, конечно, я увижу звезд первой величины, я увижу и услышу какие-то концертные огромные программы. И это все позволяет мне занятия событийным волонтерством. И ради этого я, конечно, буду работать на безвозмездной основе, потому что в этом есть тоже моя мотивация. Ну и, конечно, образование, карьерный рост, потому что на сегодняшний день вы получаете дополнительные баллы к ЕГЭ за занятие волонтерской деятельностью. Во многих вузах нашей страны оценивается ваша активная волонтерская деятельность, которая приравнивается уже к профессиональной деятельности. Вы получаете какие-то дополнительные баллы при поступлении, дополнительные баллы при сдаче каких-то зачетов, экзаменов. И это тоже во многих сегодня профессиональных учебных заведениях тоже на сегодняшний день достаточно мотивирует очень многих ребят заниматься волонтерством. Основные направления волонтерской деятельности, их много, и они всегда меняются и будут меняться. И
посмотрите, да, опять же, по такому ранжированию, потому что есть направления, которые четко говорят про направление, а есть, которые говорят и про возраст, и про какую-то общность. Ну, давайте немножечко поподробнее. Да? Самое распространенное социальное волонтерство – это добровольчество в сфере социальной поддержки, помощи, социальной помощи населению, помощь пожилым людям, детям, оказавшимся без попечения родителей, детям-сиротам, многодетным, малообеспеченным семьям, людям без определенного места жительства, инвалидам и прочее, прочее, прочее. Вот это все у нас социальное волонтерство, и в большей степени, конечно, волонтерство, добровольчество в этом направлении у нас работает. Событийное волонтерство очень интересно всегда для молодежи, очень интересно для серебряных волонтеров, волонтеров пожилого возраста, которые не обременены работой на постоянном месте. И, конечно, это крупные досуговые, творческие, общественные, спортивные мероприятия, помощь в их организации и участие непосредственное в их проведении. Патриотическое волонтерство – это оказание помощи и забота о ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах труда, благоустройство воинских захоронений, это волонтеры Победы, наши знаменитые, и так далее, и так далее. Вот это все в призме патриотического волонтерства нами ассоциируется. Культурное волонтерство, содействие и сохранение культурного наследия, помощь культурным учреждениям, музеям, архивам, библиотекам, театрам, школам искусств, различные театральные постановки, которые вы ставите и проводите в детских домах. Вот смотрите, здесь какая интересная история, да, сразу у нас и культурное волонтерство, и социальное волонтерство пересекаются. То есть не обязательно заниматься каким-то одним направлением, вернее, даже не так. Совсем не обязательно заниматься одним направлением волонтерской деятельности, потому что чаще всего они все между собой смежны, они все между собой как-то взаимодействуют. Спортивное волонтерство – это волонтерство в проведении спортивных мероприятий, это прочие вещи, пропаганда здорового образа жизни и так далее, и так далее, и так далее. Медицинское волонтерство – это волонтерство, связанное с помощью медицинским учреждениям, это сопровождение спортивных мероприятий, опять же, в качестве медицинских работников, оказание первой доврачебной помощи, ЧС и безопасность, волонтерство, связанное с техногенными катастрофами, с различными чрезвычайными ситуациями, поиск людей, опять же, и так далее, и так далее. Инклюзивная, однозначно помощь людям, детям с ограниченными возможностями здоровья. Это первый вид инклюзивного волонтерства. А второй вид, когда сами люди с ограниченными возможностями здоровья, люди-инвалиды максимально втягиваются в другие направления волонтерства. Ведь эти люди достаточно мужественные, они тоже могут помогать и быть участниками и социального, и событийного, и патриотического волонтерства. И, конечно, это целое направление волонтерской деятельности. Образовательное, интеллектуальное – это когда мы своими знаниями делимся с другими людьми на безвозмездной основе. Репетиторство безвозмездное, когда вы подтягиваете ваших сверстников в учебе, когда вы помогаете детям младшего возраста разбираться в учебе. Это все вот образовательное, интеллектуальное волонтерство. Корпоративное волонтерство. Волонтерство, связанное с организацией на производстве, с организацией на своем предприятии. Это когда в занятия волонтерской деятельностью втягиваются трудовые коллективы. Не так сильно оно развито, к сожалению, в нашей стране, но в последнее время появляется интерес у многих предприятий, у многих компаний развивать корпоративное волонтерство социально ответственного бизнеса, проведение каких-то больших трудовых акций и так далее, и так далее. Серебряное волонтерство, волонтеры пожилого возраста, которые также втянуты в другие виды волонтерской деятельности.
Семейное волонтерство – это не помощь семьям, это когда несколько членов семьи, дети, мама, папа, бабушка втянуты в какое-то волонтерское направление, тоже не очень развито, к сожалению, в нашей стране, да и, наверное, в мире, но мы постепенно двигаемся в этом направлении, и очень хочется эту историю популяризировать, потому что, конечно, очень много вещей, добрых, нужных, полезных, идет, конечно, из семьи. Урбанистическое волонтерство, абсолютно новый вид волонтерства, сейчас очень популярный. Это когда люди пытаются создать пространство вокруг них комфортным, удобным, доступным, красивым, общественным, скверы, парки, удобные дорожки, велодорожки, когда люди создают это сами, и вот так вот появляются замечательные пространства в наших городах, селах и поселках. Информационное медиа-волонтерство. Во-первых, когда мы свои знания, информационный в контенте, в медиа, в компьютерной грамотности даем другим людям. Ну и, конечно, это безопасность интернета, когда мы помогаем другим органам чистить сайты, смотреть, чтобы дети в социальные группы не заходили на те или иные сайты, которые не очень полезны в содержательном контенте. Ну и, конечно, зооволонтерство, помощь животным, бездомным животным. Это все, что связано с помощью животным. Не все так просто, уважаемые друзья. То есть я, если просто захочу заняться каким-то из направлений, но у меня нет достаточных знаний, достаточного профессионального опыта, к сожалению, мне не позволят заниматься тем или иным направлением волонтерства. Это тоже вы должны понимать, когда будете разрабатывать какие-то инициативы, какие-то проекты, вы должны четко понимать, что в детском возрасте навряд ли вас допустят за уходом за больными людьми или за больными детьми, потому что, конечно, в медицинские учреждения не так просто попасть, и нужно обладать достаточными какими-то знаниями и навыками первой добрачебной помощи, понимание того, как нужно ухаживать за теми или иными тяжелобольными людьми или детьми. И у нас очень много проектов, да, ребята очень хотят помогать в домах малюток, а их врачи не пускают. И понятное дело, почему не пускают. Одно дело пеленать, ходить помогать малюткам, ходить помогать малышам, кормить малышей. Конечно, это в большей степени недопустимо, и медицинский персонал это запретит. Но вот организовать детский праздник в детском отделении, конечно, врачи вам позволят. То есть вы должны здесь понимать, что вы хотите в том или ином моменте провести. Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья тоже, конечно же, нужно понимать, нужно как-то понимать, как работать с этой категорией детей. Это очень трудно еще и для самих волонтеров. Психически, психологически. Достаточно сложная категория, не все взрослые справляются с этой категорией, поэтому вы тоже должны четко понимать, что не все так просто. И чаще всего, конечно, это взрослый контингент, который этим ребятам помогает. Поиск людей, да, у нас очень часто кто-то заблудился в лесу, рыбаки, ягодники, грибники, и все пошли, побежали в лес искать. И потом в итоге грибники выходят, ягодники заблудившиеся, а 50 человек потом еще неделю ищут. Потому что, конечно, должны быть определенные навыки, чтобы заниматься такой сложной деятельностью, как поиск людей. В том числе и в техногенных каких-то катастрофах и вообще катастрофах. Да? То есть, понятное дело, что помочь хочется при землетрясении, помочь хочется при завале какого-то дома в случае какого-то взрыва там газа или еще чего. Но, конечно, никто вас на развал не пустит, потому что это тоже должна быть какая-то специфика. Но вы в то же самое время можете оказывать какой-то другой посильный труд, посильный вклад и, конечно, помогать и в этом, но не обязательно идти на развалы под угрозу своей собственной жизни.
Сбор денежных средств для благотворительных целей. Дорогие друзья, мы очень часто хотим собирать деньги, мы очень часто хотим проводить какие-то благотворительные акции по сбору денежных средств, но мы с вами должны четко понимать, что сбором благотворительных взносов должны заниматься определенные фонды, которые оплачивают налоги, которые зарегистрированы в органах юстиции, которые имеют юридические лица. Это очень все сложно, это не по-детски. Этим занимаются взрослые люди с определенной финансовой, правовой ответственностью. Поэтому вы тоже должны тут понимать, если вы хотите провести какую-то школьную акцию по сбору денежных средств для больного ребенка или для какого-то ребенка из многодетной или малообеспеченной семьи, то, конечно, посоветуйтесь вначале с взрослыми, посоветуйтесь, как это все правильно сделать, как опечатать те или иные емкости для сбора благотворительных целей, как опубликовать потом собранные средства и донести информацию, сколько вы собрали и сколько вы потратили. В общем, это целый механизм, целая система отчетности. И такое правовое поле, вы тоже должны понимать, что не всем это дано. Уходы, помощь за животными. Вроде все очень просто, но на самом деле все очень сложно, потому что, конечно, и животные нуждаются и в помощи, и в уходе специализированном. И, конечно, без специалиста лучше эту работу не начинать. Ну и понятно, что нужно соответствовать и интеллектуальному, и экологическому, и культурному волонтерству. Очень трудно представить себе, что если вы себя ведете не очень корректно, не очень этично, но вы заявляете себя как культурный волонтер, к сожалению, мы четко должны понимать, что это не так. Либо вы сами носите форму, одежду в салофановом пакете, либо пьете из пластиковой посуды, выкидываете пластиковые бутылки, но при этом начинаете организовывать какую-то экологическую акцию. Вначале начинаем экологически воспитывать себя, а потом уже становиться организаторами того или иного экологического события. Только так. Единая информационная платформа. Кто еще не заходил, пожалуйста, заходите. Добро.ру. Полностью крупнейшая платформа для добрых дел, множество волонтерских событий, все события волонтерской направленности, которые есть в нашей стране, в вашем регионе, в вашей республике, в ваших малых и больших городах. Это база волонтеров, база благополучателей, любые добрые дела. Это замечательная, огромная акция «Мы вместе», которая объединила тысячи людей по всей нашей стране во времена ковида. И сейчас, конечно, мы работаем практически во всех регионах, да не практически, а во всех регионах для помощи специальной военной операции, помощи социальным группам населения. И это все, конечно же, огромные силы волонтеров во всей нашей стране, всех возрастов. Ну и, конечно же, на этой же самой платформе вы можете оформить личную электронную волонтерскую книжку и начинать свой трудовой стаж добровольческой деятельности. Поэтому милости прошу вот на эти сайты, два крупнейших сайта, две крупнейшие платформы «Мы вместе» и Добро.ру. Волонтерство и добровольчество – это всегда про личное и профессиональное развитие. Это всегда про развитие территории, это всегда про развитие общества, это всегда про развитие сообщества и про развитие лучших человеческих качеств и ценностей. Мы должны понимать с вами, что когда мы с вами совершаем добрые дела на постоянной основе, когда мы втянуты в огромное количество добрых, добровольческих, волонтерских событий, мы с вами растем, мы с вами максимально оттачиваем те самые софт-скиллы, которые можно проходить в различных тренингах, в различных мотивационных школах за огромные деньги, а можно просто заниматься добрыми делами, волонтерством. И тогда вы отточите свою коммуникабельность, потому что только личные отношения помогают совершать добрые дела, потому что только доброжелательность помогает совершать добрые дела, потому что нужно быть предельно честным, человечным. А это все как раз вот эти самые софт-скиллы, без которых нам с вами очень трудно будет во взрослой жизни. Топ волонтерских проектов, да, если вы сейчас будете
разрабатывать какие-то проектные идеи, то, конечно, вы можете посмотреть на «Чистые игры», замечательный федеральный экологический проект, на огромное количество недель добра. Есть весенние недели добра, осенние недели добра, которые проводятся в различных учебных заведениях, в различных поселках, городах. И это, конечно, тоже может быть вашей проектной идеей. Это сбор различных пожертвований и не обязательно денег, потому что чаще всего с деньгами как раз большие заморочки, и налоговые, и правовые, а вы можете объявлять сбор подгузников, сбор канцелярии, сбор различных там книгопечатных изделий, сбор кормов для животных, лекарств для животных. И это, конечно же, намного легче организовать, чем сбор денежных средств. Существует количество огромное академий волонтеров, организаторов волонтеров, ресурсных волонтерских центров, которые создаются под то или иное спортивное или досуговое событие, где обязательно работают волонтеры. Благотворительные фестивали, добрые акции. Посмотрите на это все. Это максимально может направить вас на вид той или иной социальной инициативы, которую вы будете разрабатывать в направлении волонтерских проектов. Итак, повторяемся с вами, да, что вот эти все принципы, которыми чаще всего козыряют не настоящие волонтеры, они к настоящему волонтерству не имеют никакого отношения. Волонтер – это человек, который осознанно, безвозмездно и постоянно занимается общественно полезной деятельностью. Вот это мы должны с вами запомнить и осознать. Настоящий волонтер – это, конечно же, патриот своей малой родины и большой страны. Если вы сейчас будете продумывать свою социальную идею, посмотрите на приоритеты волонтерской деятельности сегодняшнего дня. Если вы хотите выиграть какой-то грант, либо поддержку Росмолодежи, либо поддержку какого-то грантового конкурса «Движение первых», посмотрите, что приоритетно на сегодняшний день в нашей стране. Конечно же, помощь участникам и семьям военнослужащим, участвующих в специальной военной операции, помощь в чрезвычайных ситуациях и различных катастрофах, помощь социально незащищенным гражданам, пенсионерам, малообеспеченным, многодетным, детям, подросткам, людям с ограниченными возможностями здоровья. На эти волонтерские направления деятельности государство всегда находит ресурсы, поддержку, и продумывайте свои социальные инициативы, старайтесь в этих направлениях тоже. Лев Николаевич Толстой сказал, чтобы поверить в добро, надо начать его делать. Давайте совершать добрые дела, и действительно тогда добро восторжествует в этом мире. Будем заканчивать. Первый этап погружения такой, да, в волонтерскую деятельность в нашей группе состоялась. У вас будет следом второй этап. Вы должны будете рассказать о своей социальной инициативе и записать для этого видеоролик. Друзья, я очень вас прошу, не нанимайте телевизионную студию, не нанимайте крутых видеографов, операторов. Все это можно записать с простого телефона, все это можно записать в вашей медиастудии, в любой школе, в любом молодежном центре. Расскажите, пожалуйста, о том, что вы задумали сделать сами, либо сделать со своей командой. Расскажите о своей социальной инициативе очень доступно и понятно. Постарайтесь охарактеризовать, зачем и кому нужна ваша социальная инициатива и почему она такая значимая. Проговорите о том, кто в вашей инициативе будет непосредственно участвовать и на кого направлена ваша целевая социальная инициатива. То есть расскажите нам о вашей целевой аудитории. Ну и, конечно, нам будет очень важно знать, зачем вы проводите эту социальную инициативу, зачем нужен ваш социальный проект. А это так называемый ожидаемый результат, социальный эффект. Есть техническое задание, оно будет в нашей презентации. Всем вам его раздадим. Я еще вам
Каждому в нашей группе через организаторов фабрики компетенций отправлю буклет про волонтерство Мосволонтера, Московского центра развития волонтерской деятельности. Один из самых лучших сборников, на мой взгляд, по развитию волонтерства, очень понятно прописанный и написанный. Вот здесь вот в технических требованиях к видеовизитке все указано, как должна эта видеовизитка выглядеть, что должно быть в самом начале, в той заставке, чтобы мы четко понимали, от кого видеовизитка к нам поступила. Видеовизитку необходимо разместить до 24 октября, это наш с вами дедлайн, поэтому не откладывайте на потом. Если уже есть какие-то разработанные идеи в сфере развития волонтерства в вашей школе, в вашем городе, в вашем селе, милости просим. Ну и, конечно, 1 ноября мы с вами уже увидимся в городе Уфа, где мы с вами доработаем ваши социальные идеи. И, может быть, некоторые из них уже в этом или в следующем году получат гранты Росмолодежи. Коллеги, я буду заканчивать. Сейчас я закрою презентацию. Готов буду вам ответить на вопросы. Если вы в чате их позадаете, можете устно позадавать, можете письменно. Коллеги, друзья, если же вопросов нет, Азамат, подняли руку. Вы хотите задать вопрос? Пожалуйста, я вас слушаю. А можете написать в чате, да? Вы, так понимаю, отключены. Азамат, если что, я вас разблокировал, вы можете задать вопрос. Здравствуйте, слышно? Да. Как будет проходить наша встреча в городе Уфе? Можете, пожалуйста, подробнее? Азамат, будет программа обязательно, все будет скинуто, мы будем разделены по нескольким направлениям. Вы приезжаете уже с какой-то социальной идеей, с каким-то социальным проектом, это очень важно. И мы с вами его дорабатываем в рамках наших нескольких дней, чтобы ваш действительно проект нашел партнеров, нашел ресурсы и был максимально реализован вами в течение этого или начала следующего года. По всем организационным вопросам руководители проекта до вас доведут информацию, не переживайте. Самое главное сейчас записать ваши видеовизитки и пройти в следующий тур. Спасибо, хорошо. Коллеги, ну тогда будем заканчивать. Было приятно вас, не могу сказать, увидеть. Увидимся все, конечно же, уже в Уфе воочию. Пользуйтесь презентацией, пользуйтесь буклетами, организаторы обязательно вам все раздадут и надеюсь на продуктивные встречи в Уфе. До свидания.